Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что резко в жизни вашей поменяется со дня на день. Посмотрим на 3-5 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, быть что сейчас у нас скрыто, и то, о чем мы желаем слышать и узнать. Так, резко поменяются со дня на день. Мои хорошие, отсыпка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Мои хорошие, ну давайте начнем с вот этого фрагмента. Здесь к вам проявляется какой-то человек. Не просто проявляется, а перед вами открывает свою душу и сердце. У одних отыграется, что какой-то человек раскаивается и расскажет вам правду, попросит у вас прощения. То есть все перед вами выложит. У других отыграется, что человек свои чувства вам покажет, да? Признается в чувствах, признается в том, что давно к вам неровно дышит, вот и делайте с этим, что хотите. Если честно, вам этот разговор понравится, вам будет приятно, что у вас просят прощения, либо что вам признаются в чувствах любви. Ну, славный разговор получится, и главное, что все на пользу пойдет. Дальше. Вижу, что какой-то человек со спины вас подталкивает, как помощь вам оказывает. Причем человек может быть как знакомый, так и незнакомый. Если незнакомый, то будет как-то втройне приятно, да, что на помощь пришел, что поддержку оказал. Ну а если знакомый, то как-то этот знакомый вот неожиданно то ли сам инициативу проявит, то ли вспомнит о вас, да, придет и поможет. Ну вот подталкивает вас, подталкивает к чему-то хорошему, либо важному для вас. Может быть, даже в каком-то деле, в какой-то ситуации, да, как помощь, поддержка вам придет. Так, здесь у вас косточки, которые говорят о чем-то прошлом, прошлые события, прошлые проблемы, прошлые ситуации. Косточки там мясом обрастают. Видите, как эта нога формируется, рука формируется. События прошлых дней как никогда станут актуальны. Либо из прошлого что-то важное, ценное и полезное к вам придет. Может быть, опыт, которым вы можете воспользоваться, знания. Может быть, даже какие-то связи из прошлого, да, как никогда станут актуальны. И благодаря этим связям из прошлого, знакомствам из прошлого, вы действительно можете чего-то добиться, получить, сделать. Как договориться даже сможете. Ну, косточки мясом обрастают. Справа это все идет. Так, здесь у вас небольшой фонтан, тоже справа. Фонтан, он всегда к радости, фонтан к изобильности, фонтан к удаче, свершению, решению. Опять же, положительные эмоции идут. Небольшой фонтан, но он ваш, он с вашей стороны. Вот чему-то порадуетесь, действительно порадуетесь. Либо что-то получится, что-то наконец-таки случится. Положительные эмоции идут. Дальше. Что-то закрыто, скрыто, закрыто, как за пеленой находится с правой стороны. Ощущение, что от вас что-то прячут и скрывают, вас не будет покидать. Это ваша интуиция вам подсказывает. Если копнуть под эту белую, ну вот пусть будет простыня, да, под это белое покрывало, вы до правды докопаетесь. Вас прям тянуть к чему-то будет, либо к кому-то будет тянуть. Даже во снах может что-то сниться, как наводочка вам идет, да, что вот копни, посмотри туда, в ту сторону повернись, копни, и ты все узнаешь. Но с правой стороны это значит не во вред вам, а скорее во благо, да, узнать правду себе во благо.
Ну и подсказки, которые вы будете получать, это тоже как помощь вам идет. Но мне почему-то кажется, что это именно ваша интуиция обостряется и вас прям потянет туда, куда вам нужно. Дальше встреча двух женщин. Вы с кем-то встречаетесь. И та, с кем вы встретитесь, вам что-то даст, отдаст, подарит. Что-то хорошее, неплохое. Для вас это будет большой неожиданностью и хорошим подспорьем. Возможно, эта вещь вам была необходима. Да? И эта женщина, узнав о том, что у вас есть какая-то нужда, что есть какой-то у вас как запрос на что-то, вам возьмет да и подарит. Очень приятно вы с ней поговорите, что-то важное обсудите. Ну и опять же с положительным результатом встреча закончится. Так, с левой стороны. Человек, который находится очень далеко от вас и содержит вас в сердце, прекратит свое молчание. Либо будет искать выход для своих чувств. Далеко от вас этот человек, прям конкретное расстояние вас разделяет. Здесь либо объявится, ну в плане там выйдет на связь, телефон, смс-ка, какой-то пост, может быть, напишет. Здесь человек именно про чувства будет свои говорить, про силу, полноту своих чувств по отношению к вам. Это не обязательно вот любовь между мужчиной и женщиной, это может быть и родственные связи, да, и дружеская привязанность. Человек, с кем вы долго не общались, кого вы долго не видели, выходит из тени, начинает общаться, начинает с вами как-то вот прям обсуждать свои чувства, свою тоску, свою сердечную привязанность к вам. Но у кого-то отыграется, что человек сам, грубо говоря, вас там заблокировал, пропал, вы ничего об этом человеке не знали, прошло время, человек не в силах больше сохранять эту тишину, да, пытается с вами связаться, пытается о чувствах своих вам рассказать. Приятно, неожиданно, приятно, но в то же время я вижу, что вы обижены на этого человека. Либо, может быть, не будете спешить, да, восстанавливать эти отношения. Как-то немножко голову поморочите этому человеку. Так, еще два человека, с кем вам придется познакомиться с левой стороны. Люди, это могут быть два мужчины, возможно, две женщины. Интересные люди, необычные люди. Люди, которые живут не так, как вы. Возможно, у них более высокий уровень достатка, немножко другой образ жизни, другие интересы в жизни. Но вас что-то будет связывать, у вас будет взаимный интерес с этими людьми. Если вы, например, ищете работу, да, возможно, это там руководители фирмы, да, которая нанимает сотрудников, а может быть, это какие-то новые клиенты, может быть, это люди, которые занимают высокие посты, там, госслужащие, допустим. Ну, знакомство очень приятное, взаимный интерес. Но между вами и этими людьми прям ощущается различие, да, невооруженным взглядом видно это все. Но, тем не менее, общий интерес и знакомство, оно не пустое. Оно не пустое, к чему-то важному все-таки приведет. Дальше, мои хорошие, большой камень на вашем пути. Камень, который вас куда-то не пускал, не позволял вам, вернее, пройти, да, вот как заблокировал дорогу, заблокировал вход. Вижу, что со всей силы будете бить по этому камню. Достала вас эта ситуация, терпеть вы больше не хотите, со злостью будете бить в этот камень и будете его прям ломать, да, долбить и ломать. Ну, довела вас ситуация, я так понимаю. Все берете в свои руки, поборетесь, да, вы поборетесь за свои возможности, вы поборетесь за свои перспективы. За то, чего вы хотите, вы поборетесь, да, больше не будете ждать, бороться будете. Ну, не могу сказать, получится у вас этот камень с пути убрать, но тем не менее, главное, что вы делаете первый шаг. Дальше какие-то насекомые с левой стороны. То ли вам кто-то пытается навредить, то ли в прямом смысле слова атака каких-то насекомых, там комары, прусаки, клопы, что угодно может отыграться. С левой стороны очень неожиданно придется принимать меры, ну, либо как-то себя отгораживать и защищать.
Здесь нет какого-то прям специального момента, что вот кто-то специально там, да, на вас навел, натравил этих там насекомых, либо кто-то вам попытался специально навредить. Скорее, как случайность это все происходит, да, случайность, либо, ну, такие капризы природы. Может, у вас соседи нечистоплотные, там, развели Прусакова, они к вам прибежали, да, либо кто-то там нашел там старую вещь, она вся в клопах, да, и клопы начинают расползаться. Какие-то меры нужно будет принимать, защищать себя. Так, вижу вас под каким-то большим и странным деревом. Дерево на колонну похоже. И какой-то высокий человек именно для вас веточки на этом дереве начинает трусить. Но это помощь, поддержка от тех, кто выше, от тех, кто главнее, от тех, у кого власти больше. Да, и, кстати, так госпомощь еще показывают, да, высокий человек трусит для вас веточку. Немного вам с этой веточки упадет, но тем не менее упадет, да. Что-то вы получите. Если у вас запланировано как встреча в госструктурах, либо вы думали о том, что стоит ли там подавать на какую-то компенсацию, субсидию, может быть, помощь какую-то, смелее идите, подавайте. Может быть, не все, но что-то скомпенсируют. Результат он есть, понимаете, есть. Вам эту веточку потрусят. Не все дерево, а именно какую-то конкретную веточку над вашей головой. Так, вижу вас в каком-то комфортном состоянии и положении. У вас получится расслабиться, либо даже как отдохнуть, передохнуть. А может быть, вы себе позволите какой-нибудь там массажик, спа, да, вот возможность расслабиться. Так, я еще вижу какой-то острый разговор, либо разговор с острыми моментами. Но разговор этот закончится по-доброму, по-хорошему. Хоть вы вначале там друг против друга немножечко выступаете, но все-таки договоритесь и разойдетесь миром, спокойно разойдетесь. Вот с кем-то вы будете общаться. Может быть, кто-то свой, близкий, родной. Может быть, и посторонний человек. Но все начинается на острых моментах, либо остро начинается разговор, по итогу все сходит на нет. Да? Вы договариваетесь и по-доброму расходитесь. Так, большой рыбий хвост. Как, знаете, просто рыбий хвост. Какая-то ложь раскроется, какой-то туман, обман рассеется. Рыбий хвост. Вас кто-то либо обманывал, либо хотел обмануть. Может быть, вы и сами себя обманывали. Но все это раскроется. Хвост отпал. Правда открылась, да, либо туман ушел. Вижу, что в какое-то место вам суждено попасть по чьей-то наводке, подсказке, да, вам кто-то подскажет, вот поезжай в то место, либо сходи там в тот-то торговый центр, либо в тот-то магазинчик зайди. Слушайте, очень-очень вам понравится, по душе придется. Вам это место, куда вам посоветуют, порекомендуют, да, куда наводочку вам дадут. Не один раз вы туда съездите. И каждый раз очень успешно. Вот вижу 2 или 3 раза, да, вы туда пойдете, либо поедете. И каждый раз очень успешный для вас идет. Так, еще вижу в ваших руках какие-то случайные деньги. То ли вы найдете деньги, то ли какую-то заначку старую найдете, то ли вам, ну, например, там сдачи больше, чем надо, отдадут, да? Продавец обсчитается. Случайные деньги. Но приятные. Сумма небольшая, но очень приятная. Да, прям ручка у вас, смотрите, позолотилась. Небольшими деньгами, но тем не менее, да, как находка идет. Заначка, нашли, либо кто-то ошибся и больше вам денег дал. Так, здесь у меня мужчина с женщиной, прям обнимаются, целуются, милуются. Ну, к встрече с любимым, либо к проявлению чувств между супругами. Ну, вижу, что романтическое настроение. Люди обнимаются и целуются. С левой стороны, как ничего не предвещало, и тут любовь случилась. Ну, возможно, любимый готовит вам сюрприз. Может быть, раньше, чем надо, приедет, чем обещался. Может быть, это ваш любимый человек, вот соскучился по вам, то все в работе, все заняты. Хочется именно нежности, романтики, хочется страстей, хочется. С левой стороны. Он к вам тянется, а вы к нему тянетесь. Ну, прям хорошо время проведете.
либо отношения в паре нормализуются, да, там прекратится вот этот холод, претензии. Вспомните, зачем вы с друг другом вместе живете, да, как у вас там все начиналось. Любовь вернется. Еще вижу, что вам суждено столкнуться с каким-то прям активным интересом к вам и к вашей жизни. Кто-то очень активно начнет интересоваться. То ли вы узнаете, что кто-то о вас информацию собирает, справки наводит, то ли вы прям столкнетесь, что человек придет и начнет вас расспрашивать обо всем на свете. Такой прям интерес, живой интерес. Я не вижу ничего плохого в этом интересе, но и правду вы пока не узнаете, да, почему человек так активно интересуется. Но плохого точно не желает. Может быть, помочь вам хочет, может быть, что-то предложить вам хочет. Да? И так может отыграться с левой стороны. Вижу, что вам удастся избежать какой-то каторги, работы, тяжелой работы. Она мимо вас пройдет, вас не увидят, вас это не заденет, и вы этому будете очень рады. На других людей эта обязанность, да, эта работа упадет. Слушайте, но не то, чтобы вы от работы там отлынивали, избегали, просто, скорее всего, работа-то не ваша, да, либо вы и так под завязочку заняты, и сама судьба как корректирует этот поток работы мимо вас в другую сторону. Но вы будете рады, что вас эта работа миновала. Ну да, и так тяжело. Еще и какой-то дополнительный объем. Зачем вам это? Вижу, на других людей упадет. А вы в стороне стоите и улыбаетесь. Да, приятно, что вас не задело. Кстати, по поводу работы. Если вы работаете сами на себя, у вас какой-то резкий перепад произойдет. Перепад, допустим, вы ничего не успеваете, да, большой объем работы, вы ничего не успеваете, вы нервничаете, у вас там ни сил, ни желания, ни здоровья не хватает на всю эту работу. Резкий перепад. Вам удастся отдохнуть, войти в свою колею, и дальше пойти. Либо вы, например, оказываете какие-то услуги, работаете, например, фрилансером, и у вас давно не было заказов, либо новых клиентов не было. Резкий перепад, люди придут, клиенты появятся, там заказы новые придут. То есть наладится. Я вижу, что хороший перепад к лучшему, от худшего к лучшему у вас идет. Так, мужчину еще мне показывают. Мужчину, который что-то завершает, заканчивает. Что-то, что очень много сил и энергии у него забирало. Это может быть и работа какая-то, и заказ какой-то, и даже какие-то отношения. Вот мужчина заканчивает и чувствует себя счастливым и свободным. Счастливый и свободный. Прям в хорошем расположении духа будет. Так, и еще тоже для мужчин. Какой-то соблазн идет для мужчины, но это в виде какой-то покупки, скорее всего. Не женщины, а покупки. Вам бы этого соблазна избежать, да, как-то все-таки взять себя в руки и не соблазниться. Иначе жалеть потом будете. Девушки, женщины, если ваш мужчина что-то там вам скажет, что вот я хочу там что-то приобрести, купить, отговорите его, иначе он потом может пожалеть. А если его отговорите, то потом он вас на руках будет носить и благодарить, что вы его отговорили. Так, вижу, что вы спешить куда-то будете. Спешить, страх, что я опоздаю, страх, что я не успею, и по итогу вы раньше всех приедете. Да, еще придется подождать. Как-то со временем вы то ли просчитаетесь, то ли пересчитаете. Но вижу, что спешите, но успеваете. Еще и раньше всех приходите. Да, хороший знак. Вам, кстати, это службу хорошую сослужит, то, что вы раньше всех придете. Либо как-то себя прям очень покажете правильно, то, что раньше всех пришли, там, гораздо раньше, чем назначено, то ли себя сможете зарекомендовать, что вот я такой пунктуальный человек, даже вот раньше, чем надо, прихожу. На вас с одобрением будут люди смотреть. Так, с какой-то женщиной что-то вы будете выяснять. А вернее, вы что-то будете запрещать этой женщине, строго будете запрещать.
И вы знаете, она вас послушается. Вы будете крайне убедительны. Может быть, раньше вы как-то слишком были, ну, мягкой, да, пытались быть учтивой, хорошее воспитание показывали. А с этой женщиной построже надо. Вижу, что вы уже устали, и вы так четко, резко, дерзко объясняете, что я тебе это запрещаю, либо я тебе это не позволяю. И она услышит. Она услышит, и больше вот эта ситуация между вами не повторится. Может быть, какая-то соседка, может быть, какая-то родственница. Но вот кому-то вы прям четко так по полочкам все разложите, и человек услышит. Да, у вас прям в голосе как металл будет. В самом венце. У вас на руках кто-то держит венце. Не просто на руках, а как маленького ребенка держат. Забота, чья-то забота в вашу сторону направлена. Почувствуйте себя маленькой девочкой, либо маленьким мальчиком. Какие-то страхи уйдут, переживания. И вот это чувство одиночества, да, что я одна, что я один. Кто-то о вас позаботится. Вот с нежностью, с любовью, с лаской. Прям приятно-приятно вам станет. Ощущение вот в детство попало. Да, какой-то человек вам радость эту подарит. Заботу, радость и участие в вашей жизни. Но вам точно понравится. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.